Афанасий Лаптев больше 15 лет назад из-за несчастного случая потерял обе ноги. Теперь Афанасий является одним из активистов организации движения без барьеров. Ведь почти ежедневно ему приходится сталкиваться с недоступностью даже самых, на первый взгляд, простых вещей. Дело в том, что соответствует все, бывает, да? Но смысл бывает, пандус поставили, заходишь, а там, хоп, лестница внутри здания. То бишь, смысл теряется этого пандуса. Из всех объектов города принять маломобильных граждан способна только половина. А ведь в Якутии проживает более 57 тысяч человек с ограниченными возможностями, в том числе более 6 тысяч детей. Теоретически любой человек с ограниченными возможностями может попасть в общедоступные городские объекты. Но в реальности это сопряжено со множеством трудностей. Вот и эта лестница городского лицея-интерната не соответствует требованиям ГОСТа. Вместе с общественниками доступность техникум-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов проверили сотрудники главстроя. Даже в самом приспособленном объекте для людей с ограниченными возможностями были обнаружены недочеты. Не хватает, конечно, вот таких вот элементарных удобств, например, в санитарной зоне, там держатели, ручки, поручни, указатели тактильные. В коридорах везде указатели должны быть. Руководство техникум-интерната заверило, что все обнаруженные недочеты в ближайшее время будут устранены. И мы намерены устранить в этом году касательно именно по доступной среде, и все финансирования из государственного бюджета будут освоены. В 2016 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» работы велись на 24 приоритетных объектах здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания. Общая сумма бюджетных средств составила 95,5 миллионов рублей. За 5 лет проведена большая работа по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. Работы проводились на объектах государственной и муниципальной собственности. И вот сейчас стоит перед нами задача по обеспечению доступности объектов негосударственного сектора. На этот год общий объем средств федерального и госбюджета республики составил более 172 миллионов рублей. Выделенные средства будут направлены на строительство доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В частные аптеки, торговые центры и банки. И это серьезный шаг на пути к безбарьерной среде. Пултан Валареса и Ларион Федоров. Вести Якутск.